сегодня коротко порассуждать с нами сегодня звучит следующим образом. А ты знаешь, кто твой мастер? Если в обычный рандомный день тебе зададут этот вопрос, кто твой мастер? Девушки, скорее всего, переспросят, а тебе кого посоветовать, мастера по маникюру или по наращиванию ресниц? А братья, скорее всего, посоветуют своего мастера, который стрижет их. Почему мы понимаем, что на этот вопрос нам нужно ответить именно про мастера, который работает с нами, с нашей облицовкой? Мы понимаем, что мы принадлежим кому-то, кому-то мы доверяем, какому-то определенному мастеру. Мы к нему ходим из года в год. К своему мастеру, к примеру, по наращиванию ресниц девушка придет, ляжет, сразу уснет на 2 часа и проснется уже со взглядом лисицы или взглядом коровы, если она сделает длинные сильные себе ресницы. Я лично даже не смотрю на результат, обычно в зеркало сразу бегу, расплачиваюсь, убегаю, потому что я доверяю своему мастеру и знаю, что сделать как обычно. Но если мы приходим к мастеру, которого мы в первый раз, который принимает людей так рандомно, то из опыта ты молишься 3 часа с закрытыми глазами на иных языках, что спаси, сохрани, скорее бы все это закончилось. И о чем ты переживаешь все это время? Из-за того, что там инструменты такие острые, они тыкают тебе в глаза этими пинцетами, ты думаешь, Господи, вот бы выйти отсюда хотя бы не слепым, хотя бы видеть. Так вот, звучание вопроса «Кто твой мастер?» он фокусирует меня на принадлежности. А кому принадлежу я? Как приятно осознавать и говорить вслух словами апостола Павла: «Я знаю, в кого я верю». И говорить это с уверенностью, когда у тебя особенно есть отношения с Богом. «Я знаю, в кого я верю». Ты знаешь этого мастера, который обеспечит тебя миром, который превыше всякого ума, который ты только открываешь глаза утром, а он уже обновил свою милость. А куда мы без милости Божьей? А тут мастер, который недомастер, да, в нашем случае это сатана, он, по сути, тыкает тебя, да, этим пинцетом, хотя называет себя хорошим мастером. Но какой ценой ты идешь за этим мастером? Ценой остаться слепым, но утрированно выйти с этими нарощенными, да, ресницами? Каждый человек старается прожить эту жизнь как можно более безопасно. И ты можешь прожить эту жизнь со Христом. Также ты можешь прожить эту жизнь с сатаной. И 100% ты и с тем проживешь 100% всю свою жизнь, сколько тебе отведено, и с другим ты проживешь свою жизнь. Но вопрос, как ты ее проживешь? 2 недели назад у моей мамы был день рождения, мы заказали ей цветы, она живет в другом городе. И мы выбирали цветы по красивому аккаунту. И заказали цветы. Когда мой брат прислал фотографию цветов, которые пришли, они были очень страшненькие. Я хотела сказать слово похуже, но Давид сказал не говорить. Но прям такого я еще не видела. И мы давай спрашивать. На фотографиях мы же референсы присылали, такие цветы, почему получились другие? А они говорят, так это с Пинтереста. Мы просто сделали такой аккаунт себе. А флорист, оказывается, он так даже не умеет делать. У него нет такого опыта. И я не хочу такой жизни, как в Пинтересте, за которой стоит неуверенный мастер. Я хочу быть в руках мастера, который по факту сумеет сделать достойный букет из меня. И я думаю, что каждый из нас в зале, он очень хорошо понимает, в чьих руках он сегодня находится, в руках какого мастера. И также каждый из нас, он понимает, что конкретно отделяет тебя от времени с Ним. И только ты лично это знаешь. Когда я жила еще с родителями, и мы с моими сестрами и братом как-то устроили киновечер, создали уютную атмосферу, только нажали на плей, как на горизонте появился папа. Мы были уже взрослые. И он проходил мимо комнаты и сказал такую фразу: «То, что вы сейчас будете смотреть, оно приблизит вас к Богу? Я думаю, оно того не стоит». И, конечно, наша атмосфера закончилась не начавшись.
И мне нравится, что папа, он всегда такие фразы кидал, когда проходил мимо комнат, допустим, занимаешься на фортепиано, он говорит: «Бог в помощь». И из-за того, что мы часто слышали такие фразы, теперь любое дело, которое мы начинаем, допустим, включаем фильм, допустим, если мы не молились сегодня даже целый день, и мы себе задаем вопрос: а оно сейчас меня приблизит к Богу? И ты уже идешь делать выбор соответствующий. Бог, Он очень ревнует о нас. Он самый ревностный мастер. И знаете, мне нравится, какие мастера. Можно картинку вывести на экран? Здесь написано: «Когда морской бриз развивает твои волосы». Это из серии, знаете, не срезайте мне, пожалуйста, длину, потому что длинные волосы — это очень женственно, это очень красиво. И мастер говорит: ну ладно, и ты ходишь вот так вот красавцем, да, или красавицей. Но настоящий мастер, который по-настоящему хочет, чтобы ты вышла из салона красивой, он скажет: девочка, не позорься, у тебя как бы генетически тебе нету предрасположенности отращивать длину, лучше сделай плотный срез. И я хочу быть в руках мастера, которому не все равно на меня, который может где-то строго, но честно сказать все по факту. И со своей стороны я тоже хочу сделать все возможное, чтобы оказаться в его руках. Недавно слышала, вот некоторые говорили мне, что да Бог меня не слышит, у меня все как-то так катится в жизни. Зачем мне посвящать Ему свою жизнь, если я даже не вижу результатов в обыденной жизни? Тогда хочется мне спросить у тебя тоже встречный вопрос. А ты по-настоящему принадлежишь Ему? Ты отделяешь себя от всего того, что тебя не приближает к Нему? Иоанна 8:47, очень хороший стих, говорит об этом, что тот, кто принадлежит Богу, слышит, что Бог говорит. Вы не слышите меня потому, что вы не принадлежите Богу. Получается, сначала нам нужно стать принадлежным к Богу. А как это сделать, сейчас Давид расскажет. Вы знаете, мы должны с вами понимать одну простую истину, что каждый из нас, мы были сотворены по образу и подобию Божьему. И мы с вами знаем, что когда произошло грехопадение, то дьявол буквально начал контролировать жизни людей. Дьявол буквально начал использовать жизни людей в своих планах. И вот вопрос, над которым мы сегодня рассуждаем: а дал ли ты место мастеру, чтобы он контролировал твою жизнь? И вопрос: кто контролирует твою жизнь? Бог или же сатана? И каждый из нас, мы внутри понимаем, когда мы полностью принадлежим Богу, что Бог ведет нас, Он контролирует, Он производит свою работу. Но также каждый из нас, мы, наверное, понимаем, что если это не Бог, то значит контроль имеет кто-то другой в нашей жизни. Вот вы знаете, когда мы смотрим в Библию, то мы видим с вами, что Бог поместил звезды на небо. И спустя тысячи лет каждый вечер, глядя на небеса, ты можешь видеть и лицезреть то творение, которое Бог поместил в небесах. Бог заповедал морю не выходить за определенные границы и рамки. Бог поместил небеса, Бог поместил зверей в этот мир. Он сотворил нас, людей, по своему образу и подобию. Он действительно великий мастер. Но для того, чтобы быть уверенным в том, что Он именно является мастером твоей жизни, нужно просто пригласить Его в свою жизнь. Библия говорит, что 2000 лет тому назад Иисус Христос пришел в этот мир. И причина, почему Он пришел в этот мир, это чтобы искупить людей от греха. Абсолютно все люди согрешили, абсолютно все люди лишены славы Божией, но единственный, кто может выкупить человека от греха или выкупить человека из рук сатаны, избавить его из рук сатаны, это Иисус Христос. И Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа 2000 лет тому назад, и всякий, кто поверит в Него, не умрет, но будет иметь жизнь вечную». То есть все на самом деле очень просто. Когда мы обращаемся к Богу, и мы говорим: «Господь, Бог, будь мастером моей жизни, будь и спасителем моей жизни», то ты можешь быть уверенным в том, что Он желает быть мастером твоей жизни. Но для того, чтобы это случилось в твоей жизни, нужно поверить в Него и пригласить